Строительство медицинского учреждения ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Уже сегодня самая сложная часть работы завершена. Объект рассчитан на 30 коек и 100 посещений в смену. Здесь будут оказывать качественную медицинскую помощь жителям селения Али-Юрт. Новую участковую больницу в Али-Юрте начали возводить в сентябре прошлого года. Подрядчик ООО «Гранул». Здание будет двухэтажным. Общая площадь объекта около 2000 квадратных метров. Каркас будущей лечебницы почти готов. Вместе с тем продолжается работа по возведению перегородок внутри помещения. При строительстве таких зданий особое внимание уделяют размещению медиков. Все кабинеты построят с учетом удобства для врачей, так и для пациентов. Позади самая основная часть работ. В данный момент объект, вот мы заканчиваем монолитный железобетонный каркас здания. И буквально также идут работы у нас в подвале. Кладку мы ведем. Начали где-то 2-3 дня назад монтаж электропроводки. Начинаем вокруг здания выполнять лестницы наружные, там проемки. И буквально на днях начнем делать кладку, облицовку. Одновременно с работой внутри здания идет благоустройство прилегающей территории. Уже возвели КПП, установили пожарный резервуар, а также ограждение всей территории будущей участковой больницы. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов особое внимание просит подрядчиков уделить качеству строительных работ, чтобы объект возводили на совесть. За ходом работ следит управление капитального строительства, проводит проверки, а в случае возникновения каких-то нареканий просят устранить и повторно проверяют объект. Строительство, конечно, бывает, стройконтроль для этого осуществляется, чтобы выявлять замечания, которые мы, конечно, во время строительства мы выявляли замечания и выписывали это в журнал производства работ. Потом по устранению этих замечаний они тоже записывали, мы проверяли и давали разрешение для производства следующих видов работ. И, соответственно, по некоторым видам мы подписываем акты скрытых работ, чтобы они уже приступили к следующим видам. Во время строительства, конечно, бывали нарекания, подрядчики это нарекания устраняют. И я думаю, что подрядная организация гарантирует, что усиление по нашим работам, усиление пройдет, но я думаю, мы до конца года этот объект сдадим. Строительство объекта было просто необходимо. В селе, где проживают более 9000 человек, только одна врачебная амбулатория. Конечно, охватить всех пациентов не получается. Сложности возникают и с оказанием более широких медицинских услуг. Учитывая потребность сельского поселения в участковой больнице, в сентябре прошлого года по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова начали строительство современного медучреждения. Здесь будут работать все необходимые специалисты, терапевт, хирург, педиатр. И не только. Откроют кабинеты для физиотерапевтических процедур, лаборатории и не только. Новое медицинское учреждение будет оснащено по последнему слову техники. В подвальном помещении будет открыто отделение лучевой диагностики, которое поможет поставить сложный диагноз на ранней стадии и спасти пациентам жизнь. Для региона приоритетная задача – улучшение качества жизни населения. В каждом сельском поселении должны быть учреждения трехуровневой медицинской помощи. Такой и будет современная больница в Али-Юрте. Знаете, участковые больницы, они играют очень важную роль для оказания медицинской помощи в сельской местности. То, что регулярные осмотры и выявление, диагностика, выявление, лечение заболеваний на ранних стадиях, это способствует улучшению в целом ситуации в регионе, в селе, потому что для здравоохранения нагрузка снижается на ранних этапах, лечить заболевания их легче. Для пациента это лучше и для системы здравоохранения тоже. У нас нацелено в первую очередь для оказания помощи в рамках первичного звена. У нас будет дневной стационар, у нас будет круглосуточный стационар, терапевтическое отделение, предусмотрено оборудование, все необходимо, ультразвуковая диагностика, лабораторные исследования. Рабочие трудятся в 2 смены, чтобы успеть в срок. Открытие новой участковой больницы станет большим подарком для жителей всего Назрановского района. Рина Цычоева, Мухаммад Диндиев, Магаз 24.